Сергей Гапликов обсудил эффективность мер, принятых на уровне ведомства для регулирования численности диких животных. В прошлом году, напомним, регион буквально захлестнула волна случаев выхода волков и медведей в населенные пункты. Впервые за 40 лет, по данным Минприроды, в Коми произошел даже смертельный случай, связанный с нападением на человека. В прошлом году мы приняли меру, которая нам позволила резко сократить количество такого рода случаев. Мы договорились о том, что будем выплачивать за животных, за медведя и за волка по 20 тысяч. И говорили, что оценим ситуацию в начале этого года, с тем, чтобы в дальнейшем принять решение, будем ли мы ее продлять на следующий год, как вообще эта мера сработала, есть ли обращения, какие на сегодняшний день нужны еще дополнительные меры, с тем, чтобы обезопасить наших жителей в силу таких вот обстоятельств, когда выходят дикие животные в сельские населенные пункты. В прошлом году по медведю всего, позапрошлом году было 62 особи, то в этом году 93 особи. По волку было 70, уже после 70 добыто еще 23, тоже больше 90 получается у нас. И по нему работа продолжается, тем более скоро уже весна, и у волков это время гона, это так называемая волчья свадьба, и в то время специалисты, охотники полагают, что отработают еще больше. Это большей части ловят именно волка вот в это время. Ну, планы работы на этот год, наше видение, конечно, они определены, и мы хотим, чтобы сумма была немножко повышена, потому что в прошлом году уже меры приняли, и немножко мы запоздали в ноябре месяце, когда уже медведь лег фактически. А если вы примете решение с начала года, то я думаю, что эффекта будет больше. И количество особей за 2-3 года мы в разы сократим. Охотники заинтересованы в этом. Конечно, для сельского жителя 20 тысяч рублей – это большие деньги, я скажу. Это и на боеприпасы, и на бензин, чтобы ходить за зверем. По прошлому году, если говорить в абсолютных цифрах, 148 заявлений мы оплатили. Это на общую сумму почти 3 миллиона 260 тысяч. Действительно серьезные суммы. И я поддержу Анатолия Пантелеймоновича, что необходимо эту сумму увеличить в течение года. Я считаю, что по вашему докладу есть целесообразность продлять, зафиксировать соответствующую необходимость эту меру применять с начала года, с тем, чтобы она действовала в течение года. И вопрос решать с учетом увеличения соответствующей суммы для выплат тем, кто, по сути дела, решает эту задачу, как вы правильно сказали, Анатолий Пантелеймонович, не в лес ходит, а при случаях выхода животных в населенные пункты. Поэтому я принципиально поддерживаю ваше предложение. Считаю, что это мера, которая нам позволяет решать, в том числе и вопросы безопасности, ну и регуляции соответствующей численности диких животных. По поручению Сергея Гапликова правительством региона, как сообщает пресс-служба, предусмотрен необходимый объем средств в бюджете для продления данной меры стимулирования. Соответствующие предложения будут рассмотрены на апрельском заседании Госсовета.